В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 19 июня. Врата в прошлое. Однозначно будет место притяжения для туристов, которые на внедорожниках путешествуют, для туристов, квадроциклистов. Мы обязательно эту точку скинем на все порталы. В высокогорном Дарго открыли новую пещеру. Каков его туристический потенциал? Как помогают семьям? Срок выплаты не превышает 10 рабочих дней с момента подачи работодателя необходимых документов. Выплата осуществляется на банковский счет. Расскажем о новых выплатах будущим матерям. Культурный мост. Самых выдающихся людях, которые выходили на сцену Первого русского театра, от Михаила Семеновича Щепкина до Константина Сергеевича Станиславского, о 5 наших золотых масках. На чеченской сцене Волковский театр представил фолк-мюзикл «От Некрасова до Некрасова». Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, касаясь конфликта между Израилем и Ираном. Политик заявил, что сионисты, почувствовав свою безнаказанность в геноциде палестинского народа, пытаются спровоцировать Иран и создать еще одну горячую точку на карте мира. Цитата. «Десятки лет мы слышали от сионистов и западных сатанистов информационные вбросы о том, что Иран вот-вот создаст ядерное оружие. Где оно? Наверное, там же, где иракское ядерное оружие. Под предлогом вероятности существования ядерного оружия утюжили весь Ирак, убили Саддама Хусейна, положили сотни тысяч мирного населения, отбросили страну на десятилетия назад и сейчас собираются сделать то же самое с Ираном», написал глава. Политик отметил, что международному сообществу необходимо сегодня поднять другой вопрос, более важный для всего мира. Сколько ядерных боеголовок у Израиля и почему его военно-ядерная программа должна вызывать меньше опасений, чем мирная иранская. В парламенте состоялось совещание под председательством премьер-министра Магомеда Даудова с руководителями министерств и ведомств. На повестке дня стояли вопросы укрепления платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бюджетного финансирования и жилищного строительства. Было отмечено, что за последние годы регион добился значительного прогресса в развитии инженерных сетей. Республика удерживает одну из лидирующих позиций в стране по вводу жилья на душу населения, а также входит в тройку лидеров по качеству и срокам переселения граждан из аварийного жилья. Также отметили, что до 2030 года планируется подключение еще более 20 тысяч домовладений к голубому топливу. Председатель правительства подчеркнул, что, несмотря на положительные тенденции, ситуация с платежной дисциплиной остается актуальной и принимаются необходимые меры для повышения ее собираемости за потребляемые ресурсы. Сегодня из Грозного в зону СВО отправилась очередная группа добровольцев. Бойцы присоединятся к спецназу «Ахмат». Отправились как новобранцы, так и опытные воины. Это не только жители республики, но и представители самых разных регионов России. За их плечами спецподготовка в Российском университете спецназа. Репортаж Медины Мударовой. Все как на подбор, мужественные воины. Эти парни приехали в Чеченскую республику со всех регионов России. К добровольцам с напутственной речью обратился председатель правительства Чеченской республики Магомед Даудов. Он рассказал, что только братская сплоченность поможет в борьбе с нацистами. Среди вас есть те, которые уже по нескольку раз побывали в зоне проведения СВО. Бойцы, вы сами знаете, в зоне боевых действий самое главное – это поддержка друг друга. И эта поддержка чувствуется общением с нашими бойцами. Мы боремся за правое дело. Мы боремся, чтобы существовало наше государство от зла, которые сегодня хотят нам лица НАТО, Америки, Запада навязать наше будущее поколение. Перед самой отправкой все добровольцы прошли короткие курсы боевой и тактической подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Они владеют всеми необходимыми навыками. Многие едут уже не в первый раз. Все полны сил и нацелены только на победу. Подготовки Русский университет, снаряжение, на высшем уровне.
едем защищать родину свою против фашизма, нечисти всякой, которая сейчас лютует. И против захватчиков. Чтобы мир, добро было у нас. Эти ребята разных национальностей, возрастов и взглядов, но сегодня они полностью сплотились, чтобы вместе защитить честь всей России. Дальнейшее место дислокации и задания являются военной тайной, однако можно с уверенностью сказать, что они готовы к любому развитию событий. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Санкт-Петербурге свою работу начал Международный экономический форум. Деловая программа посвящена вопросам глобальной российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Делегаты из Чеченской Республики уже подписали с партнерами ряд важных договоров. В рамках форума Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики и Королевства Бахрейн подписали соглашение о сотрудничестве. Нашу сторону представляли заместитель директора административного департамента Министерства промышленности и торговли России Адам Хакимов, вице-премьер Рустам Шаптукаев и председатель Торгово-промышленной палаты субъекта Юсуп Чуликов. На форуме особое внимание было уделено сессии «Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике». В ней принял участие генеральный директор компании Health and Nutrition Якуб Закриев. Молочная промышленность – одна из самых продвинутых в плане технологий. Да, здесь активно внедряются инновации от современных ферм до удобной упаковки. Да, отрасли развивает производство в регионах, автоматизирует системы и создает специализированные продукты. Она играет важную роль в социальной сфере и здоровье населения. Компания вложит 3 миллиарда 750 миллионов рублей в реконструкцию молочного комбината в Курганской области. Губернатор Вадим Шумков и Якуб Закриев подписали соглашение о сотрудничестве. До 2028 года обещают инвестировать в реконструкцию Шадринского молочного комбината. В рамках проекта заменят старое оборудование, запустят новую линию по производству йогурта и автоматизируют ряд процессов. Рада вас приветствовать, сколько я понимаю, впервые на Петербургском международном экономическом форуме. Во-первых, каков он для вас? Какой программой вы сюда приехали? И, может быть, какие-то соглашения уже заключены? Да, мы впервые уже как отечественная российская компания представлены на Питерском экономическом форуме. Было ряд подписаний, предстоит завтра подписываться с регионами. Участвовали в сессии, связанной с экспортом. Очень здорово, что на форуме много посвящено здоровому питанию, спорту и вообще тренду на правильные и качественные продукты. Если говорить про ваши уже заявления, которые были сделаны, объем инвестиций 100 миллиардов до, получается, 30 года, в какие проекты в первую очередь вы планируете вкладывать деньги? Да, я повторюсь, в рамках нашей стратегии мы инвестируем 100 миллиардов рублей в развитие бизнеса, и в первую очередь это расширение уже существующих производственных линий. Мы будем выходить с новыми продуктами в новые категории, это сыры, это мороженое. И вертикальная интеграция, о которой я говорил, мы будем расширять количество своих ферм, нам необходимо повысить свою обеспеченность молоком, поэтому это такие приоритеты, которые пока перед нами стоят до 2030 года. Но при этом вы, можно ли так сказать, не боитесь ли возвращения как раз французского бренда, который в свое время ушел, учитывая тем более такие глобальные инвестиции? Нет, учитывая нашу стратегию, учитывая сильную команду, мы абсолютно конкурентоспособны и вообще не переживаем по поводу того, что кто-то вернется. Как вы в целом оцениваете ситуацию с продовольственной безопасностью в стране и что делается компанией для того, чтобы улучшить то положение, которое есть? Как раз-таки этой теме была посвящена сессия Российского экспортного центра, где я принимал участие, и мы сейчас уже как отечественная компания участвуем и в продовольственной доктрине, то есть все цели, которые ставятся перед государством, они теперь для нас первостепенны. Мы уже вышли, как раз накануне форума, отгрузили первую партию продукции в Объединенные Арабские Эмираты, мы присутствуем уже в Китае, и у нас есть уже определенная компетенция по экспорту в эти страны, и мы продолжаем наращивать объемы.
А есть ли какие-то, может быть, планы в цифрах? Сколько вы планируете, например, экспортировать молока в Китай, ОАЭ, может быть, какие-то другие еще направления, потому что мы знаем, например, о популярности в Китае российского мороженого. Ну, мы подходим к этим странам и к Китаю, и к Ближнему Востоку в первую очередь сейчас с аналитики и оценки каких-то потребительских привычек, которые там существуют. Поэтому сейчас большая часть нашей работы направлена на то, чтобы сформировать экспортный портфель, который бы подходил по вкусовым, потребительским, опять же, привычкам этих стран. Поэтому каких-то точных объемов говорить пока рано. Ну, если завершая уже нашу беседу, давайте поговорим в целом про тенденции к здоровому питанию. А какие вообще перспективы? Насколько можно оздоровить нацию, может быть, и не одну, благодаря тем продуктам, которые будут поставляться на рынок? Ну, опять же, повторю, что очень здорово, что это сейчас, это реально тренды, это мы видим из разных источников. Это и аналитические данные, которые у нас есть, и непосредственно наши продажи, и количество сессий, посвященных этому. Здорово. Профилактика всегда лучше, чем лечение, поэтому качественное здоровое питание – это лучшая профилактика, которая может быть. Поэтому очень здорово, что этому посвящено много внимания. Сегодня в архивное управление правительства передали более 300 исторических документов. Эти ценные материалы раскрывают новые детали жизни легендарных личностей Байсангура Биноевского и Таймаски Гихинской. Документы, собранные в результате масштабной совместной работы, организованной парламентом, Союзом писателей и архивным управлением. Депутаты Аднан Нагаев и Аламхади Лисаев лично передали документы руководителю архивного управления Шоухалу Айдамирову. Есть некоторые лжеисторики, лжеученые, которые утверждают из разных регионов, что Байсангур, к примеру, вымышленный персонаж, что это фольклор, что его на самом деле не было. И вот некоторым вот таким персонажам у нас есть заверенные архивные документы, свидетельствующие о том, что герой не только воевал, но здесь приговор его смерти, как привести в исполнение решения суда через повешение, заключение суда, как что оговаривают к смертной казни. Также здесь есть документы, касающиеся Таймаски Гихинской информации, которой у нас не было. В частности, когда ее отправляли в Санкт-Петербург, в районе где-то Нижнего Новгорода, ей удалось там совершить побег от конвоиров. Ее 2 недели, объявив спецоперацию, искали в лесах. В этом году значительно увеличен размер пособия будущим матерям. Выплата рассчитывается на основе среднего заработка за 2 года, предшествующих началу декретного отпуска. Чеченское отделение социального фонда выплачивает всю сумму пособия единовременно сразу за весь период декретного отпуска. Репортаж Лимды Джамалдиновой. С текущего года в России вырос размер пособия по беременности и родам. Предельные суммы страховых выплат по временной нетрудоспособности были увеличены на 40%, что положительно сказалось на уровне поддержки будущих мам. Если беременность протекает нормально, а будущая мама ожидает одного ребенка, отпуск продлится 140 дней. Если роды прошли с осложнением, продолжительность отпуска составляет 156 дней. Максимальная сумма за этот период составляет 885, минимальная 115. При беременности 2 и более детьми многоплодной продолжительность отпуска будет 194 календарных дня. Максимальная выплата составляет более 1 миллиона. Размер компенсации определяется исходя из среднего заработка за 2 календарных года, предшествующих началу отдыха. Женщины, находившиеся в это время в отпуске по уходу за ребенком, вправе заменить эти периоды на более ранние, если это приведет к увеличению пособия. Отделение социального фонда России по Чеченской Республике выплачивает пособие единовременно за весь период отпуска. Срок выплаты не превышает 10 рабочих дней с момента подачи работодателя необходимых документов. Выплата осуществляется на банковский счет будущей мамы или через почту. С начала текущего года эти пособия в Чеченской Республике получили 4000 женщин. Общая сумма выплат превысила более 580 миллионов рублей. Изменения в системе выплат отражают стремление государства усилить социальную защиту женщин, создавая более благоприятные условия в период ухода за здоровьем и подготовки к материнству. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. «Читай во имя Твоего Господа, который сотворил все сущее». С этих слов началось первое откровение, ниспосланное посланнику Творца в пещере Хира, которая высится над Меккой и обращена к Каабе.
Сегодня эти благословенные тексты живут в сердцах и голосах юных чеченских муталимов, участников ежегодного республиканского конкурса чтецов Корана под символичным названием «Икра». В этом году он собрал более 50 лучших чтецов. Имена победителей узнаем в репортаже Магомеда Азиева. Организуемый ежегодно республиканский конкурс по чтению священного Корана «Икра-2025» собрал немало выдающихся участников, готовых продемонстрировать свои умения чтения. Духовно-просветительское мероприятие проводится социальным фондом «Даймохк» совместно с Духовным управлением мусульман Чеченской Республики при поддержке Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями, администрации, главы и правительства региона. На юбилейный 5-й конкурс приглашены официальные лица и представители различных ведомств. «Икра-2025» объединяет людей в возрасте от 13 до 40 лет. С момента своего образования мероприятие стало важной площадкой для духовного роста, мотивации и взаимной поддержки участников. Гости пожелали удачи всем и произнесли мотивирующую речь. На мероприятие позвали и участников прошлогодних конкурсов, которые заняли первые места и смогли отправиться в Умру. Своими чудесными голосами они скрасили атмосферу мероприятия. Для справедливой и строгой оценки в состав жюри вошли опытные учителя с разных медресе. Работа с конкурсантами пройдет в 2 разных секциях – для мужчин и женщин отдельно. Начиная от первопроходцев, заканчивая уже бывалыми муталимами, все волновались, но в то же время были и в нетерпении от предстоящего события. С большой гордостью каждый выходил к столу, садясь за который начиналась одна из самых важных проверок в их жизни. Это и не странно, ведь путешествие в священные земли – мечта любого мусульманина. Все выкладывались на максимум. Также в рамках конкурса проводились исламские викторины среди участников и зрителей. За правильные ответы предусмотрены приятные призы. О каком добровольном деянии Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал так: оно смывает грех так же, как вода уничтожает огонь. Молодец. Дальше. По итогам конкурса судьи вынесли свой вердикт. Призовые места были определены раздельно среди юношей и девушек. Участники, занявшие первые места, получают путевку на Умру. Вторые – 50 тысяч и третьи – по 30. Все получили презенты от спонсоров. Победителем среди юношей стал Муслим Абубакаров, выходец из Курчилоевского медресе. Как сообщает парень, это его 2-я попытка. И, наконец, по воле Всевышнего, судьбоносный момент настал, и его старания окупились. В завершении мероприятия организаторы сделали приятный сюрприз. Из числа конкурсантов был выбран случайный человек. Ему подарили путевку в священную Мекку. Участников радуют не только призы, они получают бесценный опыт и возможность обмена знаниями и общения с единомышленниками, из-за чего мероприятия такого рода не просто важны, а необходимы. Магомед Азиев, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика.
В республике официально открыли новую пещеру для туристов. Ранее известная лишь местным жителям, она расположена в живописном селении Дарго Веденского муниципалитета. Для удобства и безопасности посетителей проложена лестница, которая также служит смотровой площадкой. С нее открываются захватывающие панорамные виды. Репортаж с Высокогорья Лейлы Муртазовой. Еще один объект является официально открытым. Это уникальный исторический тоннель, который стал свидетелем не одной битвы. Основали крепость еще в 1859 году, и находится она в Веденском районе, в поселении Ведено. Первыми прошли по новому маршруту министр туризма по Чеченской республике Муслим Байтазиев, глава муниципалитета Турпул Али Абдулазизов, руководители силовых ведомств, а также туристы. Основное, я так понимаю, в принципе, историческая справка тоже это подтверждает, что туннель использовался для того, чтобы безопасно спускаться к воде, набирать питьевую воду и возвращаться в крепость, потому что нападения все-таки были. Протяженность тоннеля около 80 метров. Он открывает выход к живописным природным пейзажам. На самом деле, человек, не моя. Ну, а смотри, что, скорее всего, такие же они закопанные. Далее маршрут был проложен в село Дарго, хранящий в себе немало историй. Здесь развито сельское хозяйство и животноводство. Место также богато историческими и природными достопримечательностями. Один из таких объектов является и пещера, расположенная среди холмов и вершин. Отметим, что по дороге к пещере туристы смогут насладиться не менее красивыми видами и пейзажами этих мест. Как известно, Рамзан Кадыров часто посещает высокогорные районы, в том числе и Веденский. В один из таких походов глава региона не так давно осмотрел пещеру Дарго. Ее глубина составляет 11 метров, ширина 12. Высота у входа достигает 7 метров, а внутри до 13. Многие в ней видят форму, напоминающую силуэт волка, учитывая, что этот хищник считался древним символом мужества, свободы и силы у чеченцев. Чтобы показать богатство этого места для туристов и жителей региона, путь, ведущий к историческому подземелью, был благоустроен. Здесь построили 100-метровую лестницу. Гости приняли участие в официальном открытии сооружения. Однозначно будет место притяжения для туристов, которые на внедорожниках путешествуют, для туристов-квадроциклистов. Мы обязательно эту точку скинем на все порталы информационные, туристические, которые так или иначе связаны с экстремальными видами путешествия по России. В первую очередь был глава нашего региона, уважаемый Рамзан Ахматович, и открыл для нас на самом деле эту локацию, и благодаря чему как раз таки и администрация района в лице Турпул Али создала всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы комфортно можно было подняться в эту пещеру. Вся работа по благоустройству велась администрацией Веденского района под руководством Турпула Али Абдулазизова при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Глава муниципалитета выразил благодарность за оказанное внимание. Сегодня у нас особенный день открытия нового туристического маршрута в Веденском районе, который стал возможен благодаря Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. После его недавнего посещения этого уникального места при поддержке фонда была построена современная лестничная площадка. Этот маршрут откроет перед посетителями невероятные пейзажи, чистые природные красоты и уникальные виды. На фоне дикого великолепия были разбиты шатры для гостей, где они могли насладиться красотой природы и свежим воздухом. Все, кто стал причастным к этому событию, остались под большим впечатлением. Эта поездка надолго останется в памяти тех, кто побывал в этих местах. Впечатления от горных районов у нас, в принципе, всегда исключительно положительные. То есть это горный воздух, это пейзажи. Место здесь сейчас хорошее. Можно приехать, посмотреть, отдохнуть. Даже одним днем. То есть не с ночевкой, просто приехали, посмотрели, отдохнули. Как отмечали спелеологи, пещера была практически неизвестна, но сейчас она вызывает большой интерес у путешественников и в дальнейшем станет местом притяжения большого количества туристов. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Ярославский драматический театр в рамках федеральной программы «Большие гастроли» впервые представил на грозненской сцене уникальный фолк-мюзикл «От Некрасова до Некрасова». Он виртуозно сочетает стихи поэта в рок-обработке, колоритом народной музыки и зажигательными танцами, предлагая зрителям новый взгляд на классику. О том, как некрасовская лира от Волковского театра обрела современное звучание, расскажет Медина Мударова.
Гастроли Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова стартовали в Грозном на сцене Чеченского государственного академического театра имени Хампаши Нурадилова. В рамках программы «Большие гастроли» в течение 3 дней пройдут показы спектаклей от Некрасова до Некрасова, «Когда мы женаты» и «Весы». Волковский театр подготовил для чеченских зрителей много интересного. Благодаря всероссийскому гастрольному плану, благодаря Росконцерту, Министерстве культуры существует такая позиция, что большие федеральные театры должны оказываться со спектаклями, которые идут в том же оформлении, в котором они идут у себя дома, когда арендуются фуры, едет весь полный состав исполнителей, когда спектакли играются не на 2 тряпках, не на 3 стульях. То есть увидеть спектакли в том объеме творческом, образном, в котором они созданы дома. И благодаря этой программе «Большие гастроли» мы и выбираем те города, в которых Первому Русскому хотелось бы показать свое искусство и напитаться той зрительской энергией, которая необходима любому творческому коллективу. Некрасов, помимо того, что это русский поэт классический, он еще и наш земляк из Ярославля. И поэтому мы русские песни, он музыкальный, он доступен без перевода. Мне кажется, мы надеемся, да, он имеет отношение к нашей культуре. И мы так хотим немножечко вас вовлечь тоже в это действие. Народное, такое душевное, музыкальное действие. Наверное, это хороший старт. Главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана – познакомить как можно больше жителей страны с творчеством национальных коллективов и театров. Не так давно Чеченский академический театр имени Хампаши Нурадилова посетил Ярославль с гастролями и показал зрителям спектакли «Выше гор», «В горы за тобой» и «Кровавая свадьба». Особенно хочу поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации, Всероссийский гастрольно-концертный план в рамках программы «Большие гастроли» «Росконцерт» за возможность такую, которую нам предоставили, приехать с 3 лучшими спектаклями чеченского театра в Ярославль. И ярославский зритель оценил работу нашего театра при полных аншлагах. Перед началом показа официальные лица выступили с приветственным словом. Представитель главы региона в Ярославской области Адам Айдаев высоко оценил работу чеченского театра, подчеркнув важность таких культурных обменов. Это очень необходимо, это очень важно. Талант Ильич, в свете событий в мире, в России, непростая ситуация, для того, чтобы мы были понятными, даже в быту понятными, наши традиции показать, обычаи и так далее, надо побольше спектаклей, побольше выезжать. Директор театра Волкова Герман Громов выразил надежду на то, что эти гастроли станут началом долгой и крепкой дружбы между коллективами. Верим, надеемся, уверены, что именно этот день станет началом нашей большой, крепкой, очень важной дружбы. Благодарим за возможность участвовать в больших гастролях Министерства культуры Российской Федерации. Надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество выразила и первый заместитель министра культуры региона Дина Шагидаева. Для нас огромная честь принимать вас, один из старейших и уважаемых театров страны. И для нас это очень волнительно, очень ответственно. И особенно учитывая тот факт, что вы отмечаете юбилейный год, и сегодня вы здесь в рамках больших гастролей. Наши театры обмениваются таким культурным и творческим опытом, обменом. Для нас это очень важно, значимо. Далее прошла церемония награждения. За вклад в развитие культуры региона почетную грамоту правительства Чеченской Республики вручили художественному руководителю театра Волкова Валерию Кириллову. За высокие достижения медаль Министерства культуры субъекта передали директору театра Волкова Герману Громову, а также благодарственные письма Министерства культуры Чеченской Республики вручили всему коллективу театра. В ответ гости привезли небольшие подарки. Книга про Федора Волкова, основателя Первого. Маленькое уточнение. Что они там из-за океана могут нам советовать? Если первый русский театр на 16 лет старше страны Америка. До начала спектакля за кулисами идут последние приготовления. Актеры повторяют роли и проверяют реквизит. В гримерных наводят последние штрихи. Главную роль играет Николай Зубаренко. Он уже 4 года воплощает образ известного поэта. Известный Некрасов – это тот, которого мы читали в школах, проходили
И у всех на слуху его стихи. Неизвестный Некрасов – это тот, которого мы в школах не проходили, а безызвестный – тот, который написал несколько своих произведений, несколько своих сборников, и эти сборники были уничтожены. Без Некрасова, наверное, без Пушкина не было бы той России, которая… Ну, многих других, там я могу перечислить и Тютчев, и Лермонтов. Не было бы, наверное, той России, которая есть сейчас. А вот с тем, именно с тем кодом, который они донесли до нас. На протяжении всего спектакля рядом с известным появляется неизвестный Некрасов. Сразу несколько актеров сменяют друг друга, перелистывают малоизвестные страницы биографии и творчества поэта. Среди них Некрасов-подросток, Некрасов-студент, журналист и издатель, картежник и бенвиан, помещик и охотник. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору. Все песни на стихи Некрасова звучат в живом исполнении актеров театра. На сцене появляется даже небольшая передвижная звонница с набором колоколов. В спектакле много танцев и массовых сцен. Композитор написал оригинальную музыку в стиле русского фолк-рока, поэтому песни на известные стихи Некрасова звучат современно и в то же время точно передают неповторимую мелодию некрасовской поэзии. Возникла идея сделать спектакль по неизвестным стихам Некрасова и вообще о нем. И подумали, что а почему бы не сделать его такой музыкальный в жанре там, этнической, рок-музыки, как бы все это совместить, и сделать такую попытку. Ну, я считаю, что у нас что-то получилось. И я уже начал погружаться в эти стихи и понял, что там все совсем не так просто. Ну, долго эта работа длилась. Восторженные взгляды зрителей и бурные аплодисменты – лучшая награда для актеров. Это удивительное сочетание классики, русской классики и жанра мюзикла, где все пропитано патриотизмом, и каждому желаю сходить и посмотреть подобные спектакли. На спектакле были впервые, все понравилось, очень интересные режиссерские решения, замечательно поют актеры, и поют, и танцуют, получили массу положительных эмоций. Очень рада, что удалось побывать на таком замечательном спектакле. Постановки будут идти в течение еще 2 дней. Все желающие успеют насладиться замечательной игрой в исполнении труппы Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Для зрителей Чеченской Республики гости привезли кое-что интересное. В фойе организована передвижная выставка, посвященная 275-летию театра Волкова. Здесь представлено 10 баннеров с фотографиями коллектива, а также истории их театра. Медина Мударова, Джабраил Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунты о войнах в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.